Здравствуйте, это программа «Активная позиция». Сегодня говорим об экологической ситуации в регионе. Сразу хочу сказать, что по теме экологии мы готовим серию передач. Мы затронем много важных и актуальных вопросов, потому что тема обширная, много аспектов. И, конечно, в один эфир, в одну передачу это практически уложить невозможно. Поэтому сегодня остановимся на нескольких, скажем так, вопросах, проблемах. И прежде всего это несанкционированные свалки, так называемые. На сегодня в чем причина возникновения свалок? Основной причиной, получается, возникновения таких стихийных свалок, это я бы отметил, скажем так, равнодушие граждан на природу, на окружающую среду. Скажем так, это безответственность отдельных лиц, безответственность юридических некоторых лиц. Вот, потому что в нашем городе есть определенные места, куда нужно будет, как говорится, передавать любые виды отходов. Но, однако, как мы видим, тенденция такая, то, что некоторые граждане просто-напросто пренебрегают определенным моментом, и соответствующие у нас вот итоги. Но я так понимаю, что все-таки это прежде всего крупногабаритный мусор. Там не только крупногабаритный мусор, также присутствуют твердобытовые отходы, также бывают отходы биологического характера, то есть это так называемые шкуры крупного рогатого скота. Вот. Есть металлические отходы, пластиковые отходы. Ну, разнообразие практически очень обширное. То есть отдельные предприниматели или какие-то бизнес-объекты, которые не хотят платить за вывоз мусора, то чаще всего, я так понимаю, они устраивают такие. Да, назовем это так. И плюс рядовые граждане, я так понимаю, у которых, может быть, рядом нет мусорных площадок или что? Мусорные площадки практически в городе обеспечены, но есть, конечно же, районы, где необходимо, скажем так, увеличить число контейнеров, увеличить характеристики контейнеров. К примеру, во многих местах стоят евроконтейнеры объемом 1,1. В некоторых районах стоят, допустим, металлические контейнера объемом 0,75 кубических метров. Отсутствует, допустим, скажем так, бункеры-накопители, куда действительно можно было бы слаживать крупногабаритный, получается, мусор. Это тоже нужно будет обдумать, и я думаю, эта работа должна быть не только с экологией, с экологической точки зрения, это также работу свою должен показать и местный исполнительный орган. Дополнительно хочу сообщить, что мы создали эко-сахша, эко-патруль в прошлом году, купили дроны, GPS-навигаторы, и вот дополнительно как общественность, как неравнодушные люди помогаем Департаменту экологии выявлять, устранять вот эти все экологические нарушения. Не то, что там свалки, несанкционированные свалки или там размещение отходов. И дополнительно там леса, вот эти воды наши все, что касается экологии вопросов, все вопросы поднимаем. А что касается несанкционированных свалок, сейчас, конечно, мы сталкиваемся с этими. Вот, все нас приглашают, не скажу, что 100% людей. Казахстанцы, казахи равнодушны ко всему, что происходит. Нет, есть люди, которые болеют за природу, болеют за нашу. И они вот нам звонят, фотографируют, жалуются, стоят до конца, чтобы убрали, чтобы восстановили природу. Такие люди вокруг нас собрались, где-то 500-700 тысяч человек у нас по всей области работаем. И вот мы приезжаем, обследуем дронами со всеми GPS-навигаторами, координаты определяем, потом сообщаем, если мы сами, к примеру, не находим или там нам не получилось зафиксировать кого-то, что там кто-то выкидывает или там кто-то сливает что-то там, да? Если не получилось, мы сообщаем, соответственно, Департамент экологии, полицию, и начинаем уже, дело открывается, фиксируется, и начинаем уже дальше двигаться. Какой принцип у нас работы? Вот, если, к примеру, на чьей-то территории обнаружена несанкционированная свалка, сначала сообщаем полицию, кто они, если выяснить должны, если не выяснить, это я по закону говорю, как должно быть. Не выясняется, это переходит автоматически в судебном порядке, это должно перейти на баланс акимата.
после этого акимат должен убраться за счет налогоплательщиков, за счет государственных денег. И здесь понимаете, что, вот, к примеру, кто-то что-то натворил, а отвечает своим бюджетом каждый аким. Вот в этом проблема сейчас. К примеру, там частные лица или компании там. Вот кто чаще всего нарушает? Все-таки это компании? Да, компания нарушает. В основном нарушает тут юрлица. Потому что, как, частные лица, сколько ты можешь вывести? Ну, я тоже думаю. Ты, может, один куб, два там. Вот Лохпан прошлый раз, тут раз ездили, да, там машину, газелью свалили, да, возле этого. За Диркулом, да. Вот мы там выявили около 30 фактов. Вот, и среди них довели до суда. Сейчас в следствии находится 2-3 факта у нас. Вот у них тоже лежат наши заявления. Вот, в департаменте экологии, в смысле. И этот совместно со всеми отрабатываем. Вот. Я не скажу, что какой-то департамент, какой-то орган государственный против нашей идеи, как бы, все поддерживают. Открыто могу сказать, всем рахмет. Полиции тоже, у них есть природоохранная полиция, в прокуратуре есть природоохранная прокуратура, департамент экологии, управление природного ресурса, территориальная инспекция лесного хозяйства, да? Это как она называется. Вот. Все поддерживают. Раньше они выделяют нам специалистов, мы берем журналистов, полиция дает нам полицейского. Мы в этой команде вот летаем, дрон летает, мы за ней ездим. Кто-то где-то что-то нарушает, к примеру, один факт, то, что под Степном там канализационные стоки сливали. Мы 3 раза их ловили. Ну, конечно, мы учимся в процессе своем, да, вот первый раз мы просто подошли, сказали, ты это неправильно делаешь. Он посмотрел там. Рукой махнул. Да, чуть наш телефон не сломал, короче, там чуть не подрался, ушел. Окей. Второй раз там тоже толпой идем. Опять, короче, промах. Потом, короче, уже 3-й раз вот прям полиции пошли, короче, там, департамент техники. Полицейского забрали, журналиста забрали. И всем. И уже когда вы вот с дроном подлетели, как он сливает, все сняли, потом подъехали. И вот тогда мы вот очень трудно, конечно, что-то доказали. Потом не скажу, что все вот, жители безответственные. Вот такой, то, что к тому вашему вопросу, от юрлиц больше выходит. Потому что мы видели, например, в Ахсае тот же факт один, там, прямо КАМАЗами там скидывали, да. Вот, тоже у нас судебный административный суд, штрафы все люди получили. Тоже мы продолжаем это. То есть штрафы получили нарушители? Штрафы получили. Но здесь интересно один еще факт есть, то, что штрафы получили, а по кодексу говорится, что должны почистить за собой. Но сейчас добиваемся, чтобы они почистили за собой. Теперь вот записал вкратце у себя там, что не хватает. Да, к примеру, там, если у нас сейчас, например, 500 человек, я скажу, что должно быть 5000. Нам контроля не хватает. Элементарно как? Кто-то что-то выкинул где-то, вот, и мы занимаемся этим, полиция не нашел, кто выкинул, да, а это все за счет народных денег, потом за ними убираться надо будет. А не лучше ли те деньги, которые вот на уборку уходят, выделить на контроль? Чтобы не засырали, да? Вот. Тогда было бы вот этот, весь вот этот процесс сыр-бор, этого бы не было бы, если контроль был бы. Ну вот я вижу главную проблему в том, что очень сложно зафиксировать вот это нарушение, даже, я бы сказал, преступление. Вот проблема фиксации ключевая. Вот что можно об этом сказать? Ну, потому что, знаете, действительно это сложно зафиксировать, потому что многие, получается, вот эти, скажем так, преступные, в кавычках назову, деяния, они, получается, наблюдаются на открытом пространстве, где нет, получается, жилых массивов или еще что-либо, отсутствие свидетелей, ночью, скажем, ночь,
И отсутствие, да, камер видеонаблюдения, потому что человек, который уже намеренно идет оставлять после себя какой-либо отход, он, естественно, он будет думать, прежде всего, о своей безопасности, чтобы, как говорится... А вот в таком случае, как бороться, если мы все равно не можем, даже несмотря на определенные действия, дроны и так далее, но мы не можем систематически фиксировать, да, ту или иную местность и так далее. Вот как бороться тогда в этом случае? Ну, в любом случае, как говорится, работа ведется, и по мере возможности мы принимаем какой-то опыт, мы понимаем, что где-то нужно будет усилить определенные моменты, где-то увеличить штрафные санкции. Я считаю, считаю также, что нужно будет увеличить и качество, и, получается, рейдовых мероприятий, усилить работу участковых инспекторов полиции на местах, как говорится, работу с населением, своего образа пропаганду вести. Ну и я думаю, что хотя бы так начнем. И еще хотел бы поблагодарить, получается, господина Сахам. Они действительно делают очень хорошую работу. Благодаря им мы действительно много что выявили. И, как говорится, ну и виновные лица понесли соответствующее наказание, установленное законом. Вот ужесточение наказания, может быть, это действительно единственный инструмент, который может испугать других, чтобы я считаю, что нет, это получается однобокий инструмент. Я считаю, что нужно будет систему определенных инструментов выработать, не только увеличение, получается, штрафных санкций. Здесь нужно будет, прежде всего, работать на самого гражданина, на жителя, на его воспитание. Да, но это такой вопрос объемный, большой. Да. И он такой вот, как сказать, очень сложный. Вопрос воспитания, вопрос культуры, очень размытый, очень. Все-таки, если мы говорим о решении реальной проблемы, является ли это таким уж эффективным инструментом? Вот вопрос. Вопрос очень емкий, очень большой. Сначала надо, перед тем, как кого-то наказать, он должен знать, что за это накажут. Вот. Потом надо, сейчас большая работа ведется управлением природных ресурсов, есть у нас такое управление в области, Исимов, Куаншхалей, начальник. Они воспитанием занимаются, агитацией этих всех, разъяснением законов даже, да, может, с народом должны они работать, у них большая программа, они сейчас это отрабатывают. Но мы их плоды увидим, может быть, через год. Так, к примеру, там она трудоемкая, она там щепетильная работа. Например, в садиках учить там детей, в школах уже это начинать. Очень абстрактная вещь. Да, она там невидная вещь, там его не почувствуешь, не заметишь. Да. Эффект его потом будет, может быть. Да. И они я с ними согласен, надо обучать людей. Но параллельно наше мнение, да, к примеру, там то, что человек, к примеру, какой-то наказан, это все надо афишировать. Вот этого чуть-чуть у нас не хватает. Мы в своем Фейсбуке там, тут ложим, что мы вот того наказали, этого сделали, то сделали. Но это мало у нас, аудитории мало. Вот почему к вам пришли? За разъяснение еще, чтобы народ знал побольше, что это, оказывается, здесь можно наказать. Здесь это там тоже, это человек, который идет, то, что Алишер правильно сказал, к преступлению, в каком кавычках, да, он уже знает свое наказание, что получит. Но надо не то, что вокруг людей воспитать, что кто-то увидел что-то там, он должен сразу, сообщить, к примеру, там, полицию там уже или к нам. У нас были факты там, люди нам звонили, даже они подходили к полицейским, полицейские наши телефоны давали. Мы оштрафовали Казахтелеком, который машину, Казахтелеком ни при чем, машина просто, водитель самовольно пошел и слил отходы, да? Тоже наказали, было у нас. Но к тому, что, надо обучать людей, это щепетильный труд, абстрактно, как вы сказали, но это надо продолжать и продолжать поболее. Это надо заниматься. Второе, то, что мы контроль надо увеличить. Наши ряды должны быть побольше, и мы тоже стараемся, да, хотя времени не хватает, этим заниматься по области. А третье, сейчас мы, когда 2 недели, 3 назад министр Куантыров выступал перед Мажилисом, я там смотрел,
и он просил отменить мораторий с 1 января на проверку предприятий. Отменяется мораторий сейчас. Бизнесмены всем уже все должны знать, уже знают, наверное. И почему я хочу это? Не от того, что, короче, чтобы на кого-то наехать, да? А от того, что мы зафиксировали фактов где-то, не скажу, 15-20 только предприятий. Огромное количество, тоннами там они выкинули, да. Обращаемся к ним, мы письменно обращаемся, просим проверить, вот, зафиксируем фотографиями со всеми там этими. Нет, у нас есть УКПС, да, УКПС какая-то, прокуратура там, вот это, и они их не пускают. Понимаете? Ссылается там мини или мини-макро или там что такое, короче, у них. Не знаю этот закон, но на этот закон... И мораторий, да. Да, мораторий, короче, на проверку бизнеса. Все, до свидания. А тот делает, что хочет. Мы фиксируем 1, 2, на одно предприятие, 2, 3. Да, вот. Нет, не пускай. Вчера мы за бездействие сотрудников полиции уже написать пришлось. Сейчас вот мы согласовали это с Нурлыбек. Получается, что они вот ничего не могут сделать. И там и сидим. Вот этот и с 1 января я считаю, что в плане экологии, я остальное не могу ответить, а в плане экологии, что мораторий надо проверять эти объекты на загрязнение, на нарушение экологических законодательств. Я за. Мы должны вот это все. Будьте добры. Там, это же не последнее дело экологии. Соблюдайте все, не нарушайте. А фишка в чем? Фишка в том, что Алишер говорит, то, что сказали, да, физлица это там пару тонн там, это окей. А юрлица не пару тонн там. Уже самосвалами идут. А уже там ответственность, уже уголовная другая идет. А мы не можем вот это все довести до логического конца, потому что этот мораторий мешает. Какие еще трудности вот вы сталкиваетесь, в частности, при попытке привлечь к ответственности нарушителя? Какие еще препоны? Давайте обозначим следующее. Допустим, к примеру, установили виновное лицо. Он является физическим лицом, к примеру, да? Его привлечь к ответственности могут только сотрудники департамента полиции нашей области, так как у них есть полномочия. В нашем же случае у нас субъект должен быть юридическим лицом, естественно, должен проходить по многим критериям. Это получается... Вот у нас, да, действительно трудность есть. Вот, то, что это малый или микробизнес, да, это тоже затрудняет. И потом отсутствие, получается, если же виновное лицо, к примеру, установили, однако, допустим, заявитель не приложил какие-либо фотосъемку, видеосъемку, фиксации самого вот этого правонарушения. Говорим, да. Да, это получается отсутствие доказательства. Это будет только практически на словах. Естественно, мы не можем открыть административное производство, то есть назначить внеплановую проверку в отношении виновного лица, и, соответственно, мы никак не можем его привлечь и к установленной законом ответственности. Если к примерам подойти, то я могу уже озвучить, потому что законный уже в силу вступил, судебное решение есть. Мы вот в Аксае тоже дронами летали, и 3 трактора прям яму сливает, скидывают отходы. Подлетаем, все фиксируем, они там, короче, нет, у нас разрешение, Аким разрешил, все такое. Окей, полицию вызываем, полиция штрафстоянку. И мы уезжаем, да, как бы дело открыто, все зафиксировано. Потом приходит звонит полицейский, который вот вел дело вот это. Он говорит, ко мне пришли Аким или сам Аким города Аксай, принесли талон с печатью, с подписью Акима района, талон номер 1, номер 3, номер 10. И, говорит, вот этим трактористам дали там столько-то кубов, разрешается, выкидывают сюда. И мы это, говорим, что, тракторист при чем тут? Тогда отпускайте. Они отпустили трактористов, да, как бы правильно по закону действует сотрудник полиции. И мы все документы собрали и отдали департаменту экологии на проверку законности. А выявилось, что он штраф получил, Аким города Аксай, штраф получил, все это доказано нами.
Что это И незаконно? Что это, да, незаконно. Он незаконно талоны выдавал. Этот документ оказался незаконным. Он не имеет права талон выдавать. Потому что до талона он должен сделать несколько больших документов, которые согласовать все это. АВОС, ПДВ, вот эти документы. Он это не сделал, и даже вот отвод на это участке у него нет. И получается, что он незаконное действие делал. Он это все... Мы считаем, что он признался, то, что признался, доказывает то, что ему вменили, по-моему, штраф 300 с чем-то тысяч тенге, да? Да. Он в течение недели, он половину оплатил, сам уже признался, считай. Вот такие факты у нас есть. Но это касается, когда они могут, департамент экологии могут проверить, когда госорган. А если частники, к примеру, иностранные компании, мы многих ловили, у нас все зафиксировано стоит. Мы вот это пишем, и ЦПСИ, вот ЛКПС не пропускает. Даже фотографии мы все это полностью, там даже вот людей подтягивали, да, я видел, вот он там, такая номер машины, приезжал, все такое, короче. Нет, не пропускает. Вот такая у нас сейчас ситуация. И если мы не можем вот до логического конца довести, это мы, как говорится, рекламировать даже не можем, что мы это, видите. И в этом упирает, как будто мы вот уперлись и стоим. У нас логики нету, что мы ходим. Ну, где-то да, где-то нет. А что касается частных лиц, да, полиция приходит, там 53 или 51 статья, да, там нарушение. 55-я? 505-й, по-моему. 505-я там. И вот по нему там 50 с чем-то тысяч тенге, они штраф сразу на месте выписывают. И вот это мы ограничиваемся. Да, действительно, факт, который вы сказали, это был в 2022 году. Вот, в наше время, как говорится, тоже работа продолжается. И в текущем году практически по представлению государственных органов нами проведено 14 внеплановых проверок в отношении акиматов сельских районов, такие как Байтерек, Акжаикский район, аппарат акима поселка Зачаганск, потом ГУ, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска. Все должностные лица были привлечены к установленным законной ответственности по части 3 статьи 344 КоАП РК, то есть нарушение экологических требований по накоплению, сбору, транспортировке отходов. И на каждое должностное лицо были составлены административные протоколы, виновные лица оплатили, получается, в основном все практически, да, в 7-дневный срок, то есть 50%. Тем самым, получается, на сегодняшний день все взысканные штрафы, это у нас оказалось 2 миллиона 70 тысяч тенге. Вот еще вопрос. Вот, допустим, обнаружена несанкционированная свалка. Вот в итоге, если вот она обнаружена, зафиксирована, кто ее убирает? Вот, давайте тоже этот момент еще раз проговорим. Ну, допустим, мы работаем с местными исполнительными органами очень тесно. Также с экологическими, получается, общественностью, неравнодушными гражданами и активистами. Получается так, где очень тяжелые, негабаритные, получается, места несанкционированных свалок, там, да, привлекают специальную тяжелую технику. Если же свалки, допустим, имеют характеристику твердобытовых отходов разбросаны, никаких крупногабаритных нету, то во время субботников у нас вот месячники проходил целые, 4 субботника подряд, и вот мы своими силами практически выходим и это убираем. Вот, к примеру, допустим, район очень сильно мы хорошо прибрались, это у нас получается Перевалочная роща. Там раньше было действительно большое скопление отходов, и на сегодняшний день практически они все ликвидированы. По закону так, если, короче, свалка обнаружена, кто-то скинул где-то что-то, пишется заявление к полицию, полиция определяет, если находит, к примеру, гражданина или ТО А, убирается ТО А, ему дается срок 2 месяца, да? Ему дается и убирается. Если не находит никого, она переходит на баланс акимата и убирает акимат. Да, за деньги налогоплательщика. Вот логика. Хорошо, давайте тогда подытожим уже нашу тему. Что необходимо предпринять, возможно, в законодательстве или какие-то еще другие предложения, которые бы решили проблему несанкционированных свалок?
вот 3 решения, 2 решения, вот на ваш взгляд, которые вот, если их принять, проблема уйдет? Я же до этого то, что сказал. Первое – это контроль увеличить. Это ответственность, мы знаем, что у людей. Второе – обучение и информативное вот освещение населения. Что если в случае этот будет первое. Второе – даже если увидишь, к примеру, за природу, ты давай сообщи, если кто-то нарушает. Третье – это то, что мы видим на сегодняшний день. Это мы к этому идем. Мы к парламентариям обращались насчет этого, чтобы мораторий отменить. Это отменяется. То есть Вот усиление экологической ответственности бизнеса. Да. Вот эти 3, я бы сказал. Ну, практически, да, я также согласен. Первое, действительно, это воспитательный характер. Второе, получается, это контроль. Третье, обеспечение, скажем, необходимое количество, необходимых характеристик контейнеров, чтобы народ не скидывал, где попало, а практически куда необходимо. Ну и четвертое, я считаю, то, что ужесточение наказания. Все-таки необходимо. Да. И, естественно, больше информации в СМИ о количествах привлеченных лиц к ответственности. Так население будет уже хотя бы задумываться. Вот да, перед то, о тем, чем мы говорили. что-то делать. Да. Да, чтобы это было ярко показано. Да. К примеру, мы вот в садиках, школах, почему хотим, чтобы было, когда мы друг другу говорим, вот, например, взрослые люди, да, мы серьезно не принимаем. А когда тебе ребенок учит, это уже другое дело. Когда тебе ребенок что-то увидел, например, там даже сигарету выкинул, этот ребенок тебе замечание сделал, тебе неприятно будет. Вот так хотим, чтобы было. Ну, вот мы идем, к этому, думаю, придем, потихоньку уже занимаются. Информирование очень важный момент. Да, информирование. Правда, да. Потому что много людей, даже когда я веду прямые эфиры, люди спрашивают, а что делают, а почему ничего не делают, и так далее. То есть все-таки я наблюдаю все-таки недостаточную информированность в этом вопросе, поэтому здесь да, это важный момент. Ну, еще хотелось бы отметить, допустим, к примеру, если же у населения есть какие-либо вопросы касательно экологии, то они могут в любой момент к нам обратиться в рабочие часы. Мы находимся на Льва Толстого, 59. Я являюсь не только государственным инспектором в области экологии, но также еще и уполномоченным по этике. Так что любые вопросы касательно экологии, касательно юридических консультаций могут действительно обращаться. То есть ваши сотрудники окажут помощь, да, но в основном, естественно, буду если касательно этики, да, и консультации по этому направлению, то это мое направление. Вот. А что касательно получения какой-либо информации, то, естественно, любой сотрудник нашего департамента в случае, окажет. если, допустим, сотрудники департамента не реагируют, допустим, на сообщение человека или как-то с ним грубо разговаривают, то есть в этом плане вы можете повлиять. Да. А такие случаи уже были? Слава богу, таких случаев нету. И жалоб за последние 5 лет, я не знаю, что было 6 лет назад, но за последние 5 лет таких фактов не имеет места. Ну что же, я думаю, на этом пока точку с запятой мы поставим. Впереди много тем. И еще раз вам большая благодарность за участие в этой передаче и за вашу активную позицию, безусловно. Большое спасибо. Спасибо большое. Проблема несанкционированных свалок продолжает оставаться невероятно актуальной. Вот лишь последние на сегодня новостные заголовки казахстанских медиа. На территории республики в 2023 году территориальными департаментами министерства привлечены 149 должностных лиц местных органов. Это акимы сельских округов или замакимы районов. Сумма штрафов свыше 16 миллионов тенге. А в целом по всей стране обнаружено 5500 подобных захоронений крупногабаритного и бытового мусора. В прошлом году премьер-министр Алихан Смаилов дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все незаконные свалки и ускорить работы по проведению полигонов в соответствии с экологическими и санитарными нормами.
Однако, как говорится, ВОЗ и ныне там. Хотя продолжаются попытки решения ситуации, работа по ликвидации свалок идет, этого отрицать нельзя. Но очевидно и другое. Имеющихся усилий явно недостаточно. Общественники заявляют однозначно, необходимо усиливать меры противодействия, в том числе и в законодательной сфере. Об этом, кстати, спикеры в этом выпуске высказались вполне доходчиво. Однако в данном случае удивляет еще одна немаловажная особенность. Многие нарушители даже не пытаются складировать отходы тайно от чужих глаз. Более того, многие даже не прячутся от объективов фото и видеокамер. А в случае замечаний от местных жителей или активистов угрожают вполне себе реальной физической расправой. Почему сегодня загрязнять окружающую среду стало настолько легко и безнаказанно? Судя по всему, львиная доля такой преступной беспечности кроется в отсутствии публичной ответственности. И в этом гости передачи сходятся единогласно. Чем больше фактов и самих нарушителей будут представать хотя бы на суд публики и гражданского общества, тем быстрее исчезнут и стихийные свалки. Возможно, раз и навсегда.